нацелились? Вы же хотите войну на Кавказе развить. Я говорю, там же миллионный народ. Ладно, говорю, вы тут 15 населенных пунктов стерли, а там что вы будете делать? Ответ был такой, да, ерунда там. Первый период ингушского восстания с 24 по 30 октября 1992 года и взятие власти ингушами в селах с их компактным проживанием в пригородном районе Владикавказа обошелся без массовых убийств, поджогов и грабежей осетинского населения этих сел. 31 октября 1992 года, после того, как стало известно о захватах и расстрелах заложников ингушей и о начале концентрации российских войск в аэропорту Беслан, имеющего статус международного, началось взятие заложников осетин. Это означало, что конфликт перестает носить локальный характер, и его последствия предсказать невозможно. В Москве это понимали, но делали вид, что ситуация под контролем. И действительно, контроль был. 31 октября 1992 года на Совете Безопасности секретарь Юрий Скоков принимает решение обязать Министерство печати и информации Российской Федерации, возглавляемое Михаилом Полтораниным, Всероссийскую государственную телерадиокомпанию, председатель Олег Попцов, и Первый канал Останкино, Егор Яковлев, принять меры по недопущению в средствах массовой информации, телерадиовещания, любых сообщений, провоцирующих эскалацию вооруженного конфликта. По сути дела, это означало введение жесткой цензуры по всей территории Российской Федерации, что соответствует объявлению режима чрезвычайного положения. Все подчинились, кроме Егора Яковлева. Он был снят со своей должности. В то время Совет Безопасности вырабатывает собственную версию вооруженного столкновения. Звучала она на первый взгляд нелепо, но дальнейшие события на Северном Кавказе показывают, что истинный замысел режиссера открывается только лишь в конце захватывающего сюжета. На границу Чечни пошли десантные войска, а в Назране внутренние войска. Здесь в Назране мы разберемся. Назране это не беда. Да, главное вон там. Оттуда надо войска убрать, эти десантные. Убрать от границы Чечни, потому что там и границы-то никогда не было. Как можно ставить там войска на границе Черноводской и Асиновской, когда вообще нет границы? И вы сейчас вбили клин еще между ингушами и чеченцами. А потом сейчас войска уйдут, а мы тут будем разбираться еще одного, если от тылу дошли. Разбирательство по границам. Передайте мое заявление, что я осуждаю и протестую против такого решения. Со мной я все-таки тоже тут не бесплатное приложение. Или вы мне тут доверяете в этом районе, Ингушетии, или вы мне не доверяете. Тогда пусть приезжает тут Ельцин сам садится и командует в Ингушетии. Говорил сегодня по телефону, с русским говорил. С ним говорили депутаты России, вот, которые находятся. Евтушенко, Селиванов, все говорили. Ну кому кто еще должен сказать? Вот мы тут еще мейджору попросим, чтобы нам Рудскому, Ельцину подсказал. И все, больше нас выходим. Несмотря на то, что конфликт развивался между осетинской и ингушской сторонами, Совет Безопасности акцентирует внимание президента Ельцина на том, что истинная угроза исходит вовсе не от воюющих ингушей и осетин, а прежде всего со стороны руководства Чечни. Если же Совет Безопасности определил главным источником угрозы в регионе Чечню, так как та взяла курс на выход из Российской Федерации и стала создавать собственную армию, то тогда российские войска сразу надо было вводить в приграничную полосу между Чечней и Ингушетией, а не развязывать боевые действия в пригородном районе Владикавказа. За год до этих событий в Грозный уже пыталась войти российская армия. Вице-президент Александр Рудской требовал расправы над Дудаевым. Но безграничная власть Джохара Дудаева оказалась недостаточным прецедентом для вооруженной агрессии. Вскоре предлог все-таки был найден. На одном из заседаний Совета Безопасности в 1992 году речь шла о Чечне, как о незаконно появившемся образовании на территории Российской Федерации. При этом Чечня обвинялась в заметке в ущемлении прав не русскоязычного населения, а ингушского народа. Именно поэтому решение вопроса с Чечней переносится в военную плоскость. Идея была реализована 3 года спустя. Органы правопорядка и история рассудят, кто были те безответственные и бесчестные политики, и здесь, в Ингушетии, и там, в Осетии, которые толкнули два народа к страшной,
кровавой трагедии и для того народа, и для другого народа. Естественно, было бы хорошо, если бы мы знали о том, что разгорится этот конфликт не когда он разгорелся, а, по крайней мере, на 5 дней раньше. Зачем та власть нужна, если она ничего не знает никогда? Егор Тимурович! Вы знаете, вот самое легкое, это сейчас, используя вот эту вот тяжелейшую ситуацию кровь, еще раз постараться раскачать ситуацию и толкнуть людей еще раз друг против друга. Но это самая безответственная позиция из всех, какие есть. В ноябре 1992 года на экстренном заседании Совета министров Северной Осетии вице-премьер России Хижа официально озвучивает версию Совета Безопасности. Нет никакой другой угрозы, кроме той, что постоянно возникает со стороны Чечни, говорит он. Хижа подтверждает, что Ингушетия не представляет опасности для России, и на конфликт в пригородном районе закрывают глаза. Конечная цель предстоящей операции – Чечня. Отсюда и создание столь мощной наступательной группировки российских войск, оснащенной установками ГРАД, танками, артиллерией и штурмовой авиацией, что совершенно несоразмерно с задачей разъединения осетин и ингушей в пригородном районе. Ноября 1992 года части российской армии совместно с незаконными вооруженными формированиями осетин начали военную операцию по уничтожению ингушских сел в пригородном районе и депортации жителей. По завершении операции войска двинулись в Чечню, но были остановлены жителями чеченских сел, ставшими на их пути. Джохар Дудаев официально заявил о нейтралитете. Его войска заняли оборону на территории Чечни. Итак, первый этап завершился. Как это ни странно, но каждая из сторон извлекла из него определенную выгоду. Обиженными остались только ингуши. Менее года потребовалось руководству Северной Осетии во главе с Галазовым, чтобы из рядов непримиримых противников президента Ельцина стать его союзником. Эта странная, на первый взгляд, метаморфоза объяснялась тем, что именно на Северную Осетию с ее развитым промышленным потенциалом руководство России сделало ставку. Осетия нужна России с ее урановыми, серебряными рудниками, свинцовыми и вольфрамовыми месторождениями. России также нужна чеченская нефть. В свою очередь, Осетии также был выгоден альянс с Россией тем, что механизм войны позволял бывшим коммунистическим структурам удержаться у власти. Он позволял расправляться с недовольными национальной политикой руководства республики и сохранял целостность территории. Противостояние было выгодно и российскому руководству, делавшему из вчерашних оппонентов союзников, подкрепив этот союз штыками армии, в надежде одержать военную победу над Чечней. И, наконец, это оказалось выгодно Джохару Дудаеву, сумевшему на волне национализма укрепить свои пошатнувшиеся позиции.